Уникальный позолоченный перстень, жемчужина новой коллекции музея этнографии, которому в преддверии профессионального праздника подарили целую экспозицию старинных колец. Важным для нас является приобретение 42 замечательных перстней-печаток. Относятся они к прикладным печатям, которым закрепляли документы. Подаренные изделия делятся на два типа – именные и кольца с религиозными символами. Их элементы не повторяются между собой. Это не единственный подарок музею в профессиональный праздник – День этнографа. Этот белый платок с арабской вязью и еще десятки текстильных изделий Анастасия Михайлова нашла в сундуке, который ей подарил сосед, крымский татарин. Историческую ценность ткани еще предстоит определить сотрудникам музея. Различные предметы из ткани, платки с различной вышивкой и так далее. То есть мы решили все это дело принести и подарить музею. Мамут Ага Чорлу – известный крымско-татарский этнограф. Впервые занялся этнографией в 2014 году, когда совместно с казанской писательницей оформлял сборник крымско-татарских сказок «Чудесный чарык». Тогда о крымско-татарской этнографии сведений было очень мало. У нас очень много утраченных знаний о своей элементарной бытовой культуре, традиционной культуре. В 2017 году Мамут Ага Чорлу создает и становится руководителем творческого объединения «Чатырдах». И вот в 2019-м они издают первый сборник из серии «Этнокрым». В книгу вошли 14 статей о каменных, керамических и других традиционных изделиях крымских татар. Из 2 статей Мамута Чорлу одна была посвящена расшифровке символам крымско-татарской вышивки. Ромб называется кобек. Это один из самых древних знаков, которые есть у всех народов. А у нас сохранилось его название. Кобек – живот. Живот женщины с семенем внутри. Чтобы соткать такой килим своими руками уходит примерно месяц. Все только из натуральных тканей и растительных красителей. На окрашивание килограмма пряжи уходят сутки. Это кампешевое дерево из Южной Америки. С помощью него можно окрасить шерстяные нитки в фиолетовый цвет. А это кактусовая овша из Мексики. Она помогает окрасить шерстяные нитки в розовый и пурпурный цвет. Книга «Традиционная культура крымских татар» – это первая за последние десятилетия попытка этнографического описания крымско-татарского быта. В планах Мамута Чорлу в скором времени издать 2-й выпуск сборника. Севиля Меметова, Ильмас Аблакимова, Мария Холодюк, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.